вот это башкирские каникулы. Не удивляйтесь, но мы вновь в самом большом районе Башкортостана. В Белорецком районе мы уже были зимой и обещали себе, что вернемся сюда летом. Приготовьтесь, впереди красиво экстремальный выпуск наших новых каникул. Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. Ну, очень классно. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Это невероятно! Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Среди Уральских гор вдоль шумной реки Инзер в одном из самых живописных мест Белорецкого района расположился санаторий Осы. Окруженный пирамидальными елями и соснами, он как будто укутывает в свои объятия в красивую, ухоженную территорию санатория. Я дама опытная в санаторном отдыхе, но мне очень любопытно, как же тут устроено и чем здесь удивляют отдыхающих. Поэтому буду искать нетрадиционные виды оздоровления. Ну что же, будем вместе знакомиться с прекрасным местом для отдыха. Санаторий располагает к размеренной неспешной прогулке и наслаждению каждым моментом пребывания здесь. Правильно делаете, что пьете минеральную воду Осы. Да, ну такая интересная водичка. А вы доктор? Да. Азамат Насирович, подскажите, пожалуйста, вот я приехала в санаторий буквально на пару дней. А какие лечения я могла бы пройти, ну, чтобы полностью на себе ощутить все прелести предлагаемых вами услуг? В современном мире всегда страдает нервная система, так называемая нервная. Да, есть такое. Полечить нервы можно иглорефлексотерапией, пиявками. Пробуем? Ну, это действительно надо пробовать, потому что я ни разу так себе нервы не лечила. Давайте пробовать. Отдыхающие с раннего утра расходятся по процедурам, улучшая свое здоровье и замедляя безумный ритм современной жизни. Массажи, электролечение, соляная шахта и так далее. Но мне доктор прописал совсем другое. Кстати, пиявки, наверное, тоже. О, Господи! Они еще там шевелятся. Сколько их там? Много. Ну, мы поставим штуки 5, если вы не против. Штук 5, они же меня съедят. Не съедят. Уф. Будет полезно. Ладно уж, давайте. Успокаивает? Да, даже лишнего. Чуть-чуть будет щипать. Ставим на больные точки, после будет немножко кровить. Что происходит? Он ползает по мне, да? Не пугайтесь, далеко они не уползут. Вот одна пиявка уже присосалась. Да, я чувствую. Справа мощно так присосалась. Я прям чувствую. Нет, еще. Как? Нет, кусается же. Вы, наверное, еще на ванны не присосалась. ходили. После ванн хорошо присасываются. Достаточно. Минут 20 так полежите. Минут 20? Ай! Ой! Страшно не потому, что больно, а потому, что непонятно, что у тебя там происходит. Мне кажется, мне дали самых злых.
Как ощущение? Совсем тяжело? Настолько нервы мои успокоили, что даже разговаривать мне очень сложно, честно, я не знаю. Но это еще очень больно. Понял. Ну, можно иголочками еще полегче сделать, чтобы облегчить ситуацию. Работаем? Выровнят иголки мое Да? состояние. Ой, ну давайте попробуем. Ой. Ой-ой-ой. Вы говорили, что это не больно. Чуть-чуть потерпим еще. Да, ну зато знаете, что приятно, что никто из меня кровь-то не высасывает. И мерзко не ползает по мне. Кто же знал-то, что нервы лечат именно так? Опыт интересный. И, забегая вперед, скажу, что если у вас быстрый ритм жизни, то это то, что вам нужно. Преимущество санаторно-курортного лечения в том, что здесь можно поправить здоровье не только медикаментозными методами. Прогулочки, иголочки, пиявки, массаж и многое-многое другое, что в комплексе успокаивает, расслабляет и делает вас более гармоничным. Этот пасмурный и немного дождливый день я решил провести на инзерских зубчатках. Место насколько красиво, настолько же и труднодоступно. Пешком я до тут не дойду. Может быть, мне кто-то поможет? Здрасте. Добрый день, Дмитрий. Анатолий Павлович. Анатолий Павлович, вы же на зубчатке? Да-да, Подбросите нерадивого путешественника? без проблем, Так, у вас с дождевичок, удовольствием. Только вам надо будет вот так вот немножко приодеться, да? Да, без проблем. потому что Грязно? и грязно, и мокро, И холодно и наверняка. спортивно, и холодно, да. Ну, ладно. Поэтому вот этот плащ, накидка не помешает. Где наш не пропадала? Сразу отмечу, что ждать асфальтовых дорог в направлении зубчаток не стоит. Только бездорожье, причем местами довольно агрессивно, что, конечно, не отменяет удивительной красоты и загадочности белорецких лесов, будто бы что-то скрывающих. Это мы поднимаем сейчас на Судовую гору. Оттуда хорошая площадка, с нее хорошо панораму видно гор. А зубчатки-то вон отсюда уже и видны. Да. Красотень. Только визуально это километров 15-20. 20 километров. 20 километров. Обалдеть. Вот это видок. Вот это красота. Видите, какая прелесть. Анатолий Павлович, ну вы живете в самых красивых местах на Земле. Продолжаем движение вглубь, к прекрасным зубчаткам. Туристы могут добраться до них либо пешком, но это история на 1-2 дня, либо на внедорожном транспорте. Причем даже в теплые летние дни дороги не просыхают. Причиной тому высокий лес и обилие ручьев и родников. И дорог до зубчаток несколько, а мы выбрали ту, которую мой спутник Анатолий Павлович планирует благоустроить и сделать удобной для туристов. Хотя, откровенно, работы в этом направлении еще много, и силами одного человека тут не обойтись. В целом, это какой-то сказочный былинный лес. Анатолий Павлович говорит, сейчас, говорит, будет спортивная дорога. Я говорю, там бегают, наверное. Нет, говорит, спорт. Вместе с нами какой-то колоссального размера мачете. И вот эти мачете не страшны ни один медведь. Вот и все. Вот и все. А мы хотя бы половину-то проехали? Да.
Ну, сейчас тут вот начинается самое спортивное. Божественный напиток. Мы ехали по асфальту. Мы ехали по асфальту? Да. Это не очень хорошая новость. Укачивает, дай бог. Чай в лесу, конечно. Очень хорошо. Дорога хоть и натоптанная, но отжившие свое деревья периодически падают аккурат по направлению к зубчаткам. Поэтому дорога действительно становится спортивной. Конечно, поражает физическая форма, в которой пребывает достопочтенный Анатолий Павлович. А ведь ему, на секундочку, за 70. Далее проезжаем по местам вырубки леса, причем радует, что здесь же его и восстанавливают. А затем начинается дорога, облюбованная сверхпроходимыми шишигами. Иной транспорт вряд ли пройдет в этих местах, особенно если до зубчаток планирует добраться большая группа туристов. Грязно, мокро, но фантастически красиво. А сами кадры преодоления всех этих природных препятствий напоминают популярные трофи-рейды. Ну, Анатолий Павлович, вы показали мне самую удивительную дорогу, которую когда-либо преодолевал. А вообще это места силы, конечно. Анатолий Павлович, а где зубчатка-то? Зубчатки вон. Друзья, инзерские зубчатки. Вон они. Красавцы. Едва ли не самые красивые, что есть на Южном Урале. Наш путь — это не столько стремление добраться до зубчаток, сколько знакомство с древними белорецкими лесами, невероятно величественными и требующими к себе трепетного отношения. Для отдыхающих санатория Осы организованы маршруты до Розовых скал вот на таких вот классных средствах передвижения. Инструктаж мне уже провел Рамиль. Средства защиты не забываем. Обязательно. Ну что, вперед покорять новые маршруты? Поехали к Розовым скалам. Поехали. Мотор рычит, и вот я впервые в жизни поехала на квадроцикле. Боже, это же новые, непередаваемые ощущения. Уверенность, что твой транспорт проедет всюду, в том числе и по глубоким лужам. По асфальту было ехать веселее. Ты не назовешь. Боже мой. Это было страшно. Подними глаза. Преодолевая лесные массивы, глубокие лужи, свой страх, в конце концов, я чуть не забыла, куда я еду. Но вот я у своей цели. Розовые скалы прямо за моей спиной. Живописно, красиво, романтично. Могучая стена, обрамляющая железную дорогу. Великолепие природного окраса, о котором мало кто знает. Розовые скалы великолепны. И знаете, это отличное место для того, чтобы организовать здесь пикник. Что я решила сделать? Взяла с собой еду. Прямо с
санатория. Что это, хотите спросить вы? Это макароны с мясом. М-м-м. Это реально очень вкусно. Завидуйте. Розовые скалы проросли душистыми пихтами и соснами. В округе чистый горный воздух, наполненный лесным ароматом. Приезжайте в Осы, погрузитесь в неописуемую красоту природы, ведь розовые скалы нужно непременно увидеть своими глазами. Село Терлянское по праву считается одной из жемчужин Белорецкого района. Почему? Все очень просто. Здесь яркая промышленная история и трагические эпизоды жизни простых терлянцев. И вообще все, что связано с Терлядом, так или иначе похоже на деятельность этого большого маховика листопрокатного стана. Здесь все постоянно менялось, но при всем при этом что-то мне подсказывает, что еще 100 лет назад здесь все было примерно таким же. Предавшись свойственной для вашего покорного рефлексии и хорошенечко изучив одну из главных достопримечательностей Терлянского, вновь удивляюсь тому, что где-то в глубинке кипела настоящая жизнь. Сама природа Белорецкого района предполагала появление в этих местах большого количества заводов, которые, может, уже и не существуют, но все напоминает о них. Пройдемся по окрестностям, получая удовольствие от всего, на что падает взор. Понятия не имею, почему людей так тянет к полуразрушенным строениям промышленных гигантов прошлого, но есть в них что-то манящее. Руины, оставшиеся от Терлянского завода, расположены в центре поселка. Конкретно это здание являло собой завод управления, которое служило верой и правдой до последних дней существования завода, до трагедии 1994 года. После наводнения здания реставрировать не стали, оставили в полуразрушенном состоянии. Большие окна, массивная кирпичная кладка, воображение дорисовывает картину работающего здесь завода. Жизнь кипит, чувствуется настоящая мощь, новая история которой началась еще в 1801 году. Теперь отправимся к другой достопримечательности Терлянского. В свое время Терлянская плотина была построена для того, чтобы обеспечить промышленные предприятия этого района необходимой водой. Сейчас пруд – прекрасное место для отдыха местных жителей и приезжающих отдыхающих. Но у истории есть и трагические эпизоды. В августе 1994 года плотина не выдержала больших потоков воды, вызванных проливными дождями, и Терлянский практически полностью затопило водой. А еще в 1912 году между Челябинским Катав-Ивановском и Башкирским Терляном была проложена узкоколейная железная дорога. Район горный, поэтому вот такие каменные коридоры, очень красивые, к слову, были не редкостью. Но самая главная фишка Терлянского, на мой взгляд, это вид, который как бы переносит нас то ли на Сахалин, то ли на Камчатку, или вообще на Байкал. Ну какая красота! Понятно, что развитие поселок получил во многом благодаря Терлянскому заводу. Но сейчас в большом количестве туристы приезжают сюда за прекрасными эмоциями прикосновения к старине и нереальным красотам окружающих гор. Нам повезло с погодой, которая окутала возвышенности Терлянского туманной дымкой, как в сказке. Терлянский пруд, Терлянские горы, Терлянская история. Вот где время по-настоящему остановилось. И это совсем неплохо.
Уставшему от городской суеты человеку иногда нужно выбраться подальше от рутины и вот так спокойно погулять да поглазеть. Вы хоть и у экранов телевизоров, но побудьте на моем месте. Насладитесь настоящей красотой. Я вернусь сюда обязательно. Теперь уже зимой. Уверен, эмоции будут другими, но не менее прекрасными. Всем белорусский салям. Мой необыкновенный тур. Это какой-то просто волшебный дом, смотрите. Это А-фрейм. Буква А. Он большой. Здесь диван, диванище. Алиса, поставь какую-нибудь позитивную музыку. Очень много комнат. Я буду спать где-нибудь вот на этом ярусе. Или на этом, на нижнем. Такая барная история. Кухня. Есть второй этаж. Наверное, я вам его показывать не буду, просто потому что зачем. Так, слишком много всего. Там еще одна комната. Санузел. Санузел и... Внимание, волшебно-душевая. Белорец, ну ты просто какой-то люксовый. Ну что, готовы знакомиться с моим номером в санатории Осы? Та-дам! Какая красота встречает! Большой обеденный стол. Вау! Тут можно поработать. Креселка, рабочая зона и гостиная а-ля спальня. Вы знаете, тут так уютно. Такого нежного пастельного оттенка стены. Ванная комната довольно-таки просторная. Очень уютно, очень по-домашнему. Классика во всем своем великолепии. И вы знаете, вижу еще одну дверь в конце коридора. Смотрим, что здесь. Это кухня. Это кухня для тех, кто любит готовить. Ну все. Приятного мне отдыха. А вам хорошего просмотра программы дальше. Алло. Алло, привет, Альбин. Привет. Ну как твои дела? Ты знаешь, даже если я 1000 раз приеду в Белорецкий район, все равно чему-нибудь удивлюсь. Ну, конечно. Слушай, ну а ты-то как? Как твой отдых? На электрофоры сходила? У тебя слишком старомодное впечатление о санаторно-курортном лечении, молодой человек. Хотя не только о нем. Вот на этой позитивной ноте я желаю вам доброй ночи. И тебе. Розовых снов. Утро в сосновом лесу бодрит чрезвычайно. Ночь я провел в уютно пахнущем деревом А-фрейме глэмпинга «Арский камень». Место отдыха невероятно современное. На обширной террасе можно обдумать план дальнейших каникул, опять же помедитировать, погулять по уютной территории классного глэмпинга. Новый день жаждет новых приключений. Прямо из санатория можно пойти на экскурсию в поселок Осы. Говорят, здесь тоже много интересного и даже необычного.
здравствуйте. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Заинтересовал ваш домик, ваше хозяйство. Покажете? Да, конечно. Ой, как у вас интересно. А что это? Это, Альбин, буддийская практика. Это называется хурде. Вы можете эти мантры покрутить, но предварительно загадать какое-то доброе желание для себя, для близких, для природы. Пожалуйста. А надо выбрать себе какое-то конкретное? Нет, можно все. Все подряд? Да. Все желания сбудутся? Да, все желания сбудутся. Так. Ну вот мы идем по нашему саду. Да, Это у нас виноград виноградник. зреет. Ой, а можно Да. попробовать? Да, да, пожалуйста. Вот виноградник, здесь 3 шпалеры, и там сзади еще 4-я шпалера. Мы делаем свое вино. Вот и тот самый необычный дом, который меня и заманил сюда. Почему он такой необычной формы? Ну, просто мы захотели сделать дом без всяких углов. Дом совсем Вот нет как углов. раньше жили народы в юртах, в иглах, в вигвамах. Не просто ведь они жили в таких круглых формах. Это была форма очень правильная для проживания. Как неожиданно и необычно. Это печь, я так понимаю? У меня 4 года назад была задача поставить будто буферную емкость, это аккумулятор-накопитель. Когда я обратился к производителям, она стоила больше 200 тысяч рублей. Мне было не потянуть, поэтому я залез в Авето и нашел эту емкость под Троицком у местного крестьянина. Это оказалась кислородная емкость ракеты. Вы серьезно? Да. У вас в доме есть элемент ракеты? Ну да, и купил ее за 12 тысяч рублей. Надежно. Там очень надежно. Согласитесь, впечатляет. Дом настолько необычен снаружи, настолько же удивляет внутри. Он как игрушечный, как домик на дереве. И вид из него сказочный. Вау. Такая бесконечность. Отсюда уходить не хочется. Тахира, а вот пчел-то не видно. Пчелы где? Ну, пойдемте покажу. А, то есть они Да. есть. Идемте посмотрим. Ищем пчел. Вы хотите сказать, что вот здесь вот живут пчелы? Это же не похоже на ульи. Это называется павильон. Его еще в 30-х годах придумал профессор Кривошеев. Мне сложно представить, как там живут они. Давайте зайдем посмотрим. Многоквартирный улей для пчел. Как они здесь уживаются? Как находят именно свою квартирку? Уму непостижимо. Вот в таком домике, Альбина, живут пчелы. Вот это вот главное гнездовое, корпус у них. Здесь вот матка у них живет. Здесь много-много рамок. В данном случае 10 рам. Здесь молодые пчелы, здесь рабочие пчелы. Потом, когда семья становится большой, развивается, я добавляю магазин. Это называется магазин. Дополнительную комнату. Конечно. Вот. А вот это называется поддон. Сюда вот поддон падают, бывают уже погибшие пчелы. Их потом молодые пчелы выкидывают. Выкидывают их и сюда, внутрь помещения, и на улицу через литок. Вы знаете, впечатление, конечно, тут непередаваемое. Тут очень пахнет пчелопродуктами, медом, прополисом. Жаль, что камера не передает, но ощущения тут, конечно, невероятные. У вас, конечно, здесь очень необычное место, колокольчики, горшочки, ну и продукция. Это вот все, что вы делаете? Практически все. Делаем еще и не пчеловодческую продукцию, но пчеловодческая, это вот она. Это главный наш продукт, который мы делаем. Это огневка. Огневка. Восковая моль огневка. Это водная, жидкостная. Это к фракция. чаю. Это нет, это Нет? тоже это лекарственный мед, называется галериновый мед. А вот это что за шарики такие? Как конфетки. Вот эти шарики, это называется пчелиный хлеб перга. Попробуйте. Пчелиный хлеб. Надо разжевать? Но можно под язык, можно разжевать. Лучше всего, конечно, на голодный желудок с утра. 2-3 гранулки. Мой голодный уже желудок. Ну так, насыщенный такой вкус.
Мне нравится. Это как, помните, в детстве аскорбинку, когда кисленькую дают? Она вроде вкусненькая, но кисленькая. А кроме огневки мы еще делаем настойку пчелиного подмора. Очень полезная вещь. Вообще все полезно, все доступно. Конечно. И все это у вас можно приобрести. Да. Гору Малиновую хорошо видно из города Белорецка, а также на подъездах к нему. Безусловно, пейзаж украшает город и придает ему неповторимый колорит. Малиновая считается одним из природных символов Белорецка. В первом сезоне нашей телевизионной передачи, оказавшись в Белорецком районе, мы так и не смогли взобраться на гору Малиновую. В силу объективных причин было очень снежно, но и откровенно опасно. И, знаете, этот незакрытый гештальт камнем висел на моей загоревшей шее. Поэтому в этом году мы обязательно поднимемся на нее, только с помощью нашего хорошего друга Евгения. Жень, привет. Привет. Слушай, ну, она ведь такая высокая. Ну, достаточно, да. Сколько-то нам идти? 5 часов туда-обратно. 5 часов туда-обратно. С нашими операторами все 12 выйдет. Впрочем, не будем терять времени, пойдем. Пойдем. Дав старт к вершине третьей Малиновой, а это самая высокая из 3 Малиновых, не перестаем удивляться волшебному горно-лесному воздуху. Свежо до головокружения. Слушай, ну обалдеть, это же какие-то прям шишкинские места. Для тех, кто понимает, о чем я говорю. Слушай, да я думаю, это круче даже, чем шишкинские леса. Шишкин таких мест не видел вообще. Здесь есть медведь? Здесь есть все, кроме тигра. Воодушевляет. Тогда, может, мы чуть быстрее пойдем? Гора Малинова относится к горному хребту Малидак. Его длина 9 километров. Склоны покрыты смешанным лесом, встречаются участки альпийского луга и характерные для башкирских гор курумники. До них мы еще дойдем. Слушай, а мы хотя бы 1/5 пути прошли? 1/15. 1/15, отлично. Вот первые признаки появления медведя. Почему-то ему этот муравейник не сильно понравился. Он его только потрогал, ну и решил не трогать. По-видимому, очень маленький. А мы принципиально будем идти по тем местам, где гуляет медведь? Ну, везде гуляет. Отчего-то мой товарищ и спутник по восхождению Евгений часто говорит о живности, населяющей данные места. И ко встрече всегда нужно быть готовым. Однако обилие туристов все же отпугивает диких животных от популярной тропы. А вот и Курумная поляна, которая как бы намекает на то, что вроде и вершина Малиновой недалеко. По крайней мере, так обычно бывает. Гора Поперечная, гора Еремель. Но Евгений машет головой, мол, еще нет. Дружочек, еще идти. А ноги-то не идут. Дыхание-то сбилось. Для тех, кто хоть раз поднимался на один из башкирских тысячников, далеко не секрет, что подъемы требуют хорошей физической подготовки. Чем ближе к вершине горы, тем круче подъемы, тем меньше сил. Но, как всегда, не дойти мы не можем. Пошли? Пошли. О! Эй! Ну, в общем, такая история, это непростая, я вам скажу. И, Жень, на Еремель проще подниматься.
Ну, верю. Слушай, а сколько остается? Мне кажется, мы же все уже. Ну, метров 50-70 и все, и мы на точке. Я где-то это уже слышал. Собираясь на Малиновую, обязательно наденьте удобную трекинговую обувь. Наверху сложные для подъема скалистые массивы. Я очень надеюсь, что моя мама не увидит этот выпуск, потому что здесь так страшно и так классно. Там красавица или красавица Кирель. Это 3-я Малиновая, самая высокая Малиновая. Где-то там Ямантау, где-то там Белорецк, где-то вот это вот все Республика Башкортостан. Только как отсюда слезать? Как отсюда слезать, Жень? Молча. Молча. Гора расположена так удачно, что с вершины в хорошую погоду видна почти вся южная часть Уральского хребта. С погодой нам повезло, и это настолько раскрыло потенциал горы как потрясающей видовой площадки, что уходить отсюда не было никакого желания. Представьте, вы на вершине горы, с которой можно увидеть горы, о которых много слышал, но которые никогда не видел. Я буду настаивать на том, что нет видов краше, чем с вершины 3-й Малиновой. Гостеприимной и капризной одновременно. Привет, Альбин. Ой, привет. Ты такой помятый, как будто с гор спустился. Спасибо за комплимент, во-первых. Да, я действительно спустился с гор, но в этом был основной смысл моих белорецких каникул. У тебя-то как? У меня, конечно, в жизни стало на 2 кровопийц больше, но от этого я стала только здоровее, поэтому отдохнула хорошо. Ну, сейчас посмотрим. Сколько денег ты потратила? Потратила 13 730 рублей. А ты? 21 тысяча рублей. Вау, хорошо. Ну, пришло время тогда руками поработать. Вот тебе и задание. В Белорецком районе мало кто картошку выкопал. Предлагаю тебе им помочь. В смысле, выкопать картофель? Выкопать картофель. Прекрасное задание, Альбин Фаридовна. Согласна. Это были башкирские каникулы. Всем пока-пока. Пока.